Добрый день, вы на официальном YouTube-канале Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан. Тема нашего сегодняшнего выпуска – проблема недоношенных детей. В студии у нас в гостях врач-неонатолог, ассистент кафедры неонатологии Медицинского университета Астана Назырке Саматова, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Сабира Кульчимбаева и мама Людмила Абдрахманова. Добро пожаловать, спасибо, что пришли в нашу студию. Сегодняшняя тема, она обширная и касается не только детей, но и вообще будущего Казахстана. По официальной статистике в нашей стране ежегодно рождается свыше 20 тысяч недоношенных детей. И эта цифра, по словам экспертов, из года в год растет. Сабира Ханым, мой первый вопрос вам. С чем связан рост и вообще с чем связано вот это вот явление, когда женщина рожает ребенка преждевременно? Традиционные цифры во всем мире это идет от 5 до 20% невынашивания. Это считается таким популяционным таким риском, который есть в любой точке мира. Конечно, это будет зависеть и разниться от территории, от здоровья женщины, от служб здравоохранения и, соответственно, от служб выхаживания недоношенных детей. И поэтому такие цифры достаточно большие, от 5 до 20%. Если это выше, уже это считается проблемой. И тогда, конечно, уже специально есть аудиты, есть специальные эксперты, которые изучают этот вопрос. И по их данным считается вообще, что причинами недоношенности является первое, это такие могут быть как анатомические состояния, изменения уже непосредственно детородного органа, это вот матки, яичников, какие-то могут быть пороки развития у самой девочки, которые, например, не всегда могут выявиться в процессе жизни, и они могут только проявиться именно вот преждевременными родами, и потом только уже вот выясняется, что, оказывается, это была причиной. Второй наиболее частой причиной это является какие-то гормональные нарушения, отклонения, когда идет зачатие малыша, идет неправильное его прикрепление вот этого детского места, где выхаживается ребенок, и потом, когда уже ресурсов не хватает выносить малыша, то тогда идет прерывание беременности. Третья причина, наиболее часто, это какие-то заболевания у мамочки. То есть это могут быть заболевания сердца, сахарный диабет, заболевания почек, и другие различные заболевания, которые влияют на возможности организма обеспечивать выхаживание и ресурсы все для вынашивания ребенка. Также является одной причиной, сейчас очень часто идет и экстракорпоральное оплодотворение, или естественным путем очень часто возникают многоплодные беременности, как двойня, тройня, иногда даже четверо, но это очень редко в нас, но бывает. И тогда, соответственно, тоже и каких-то пространственных взаимоотношений не хватает, потому что дети растут, а какие-то возможности территориальные не всегда они есть, и из-за этого тоже идет досрочное прерывание беременности. И очень часто, если это все-таки уже ближе все-таки глубоко недоношенным, то это могут быть и какие-то пороки развития у ребенка, например, которые выявляются, к сожалению, только именно в этом сроке, когда они в маленьком не совсем видны, а именно проявляются в более поздних сроках, и тогда уже могут по медицинским показаниям даже уже прервать беременность, а не сама на это спонтанно. Также есть такое еще понятие, как дефицит, в смысле, исмикоцерикальная недостаточность, то есть когда идет плохая закрепляющая функция шейки матки, и когда ребенок растет и он давит, то вот эта функция, которая выдерживает вот эту нагрузку, она не справляется, она открывается, отходят воды, которые тоже обеспечивают процесс вынашивания ребенка, и тогда беременность прерывается. В целом, если коротко так. Чем опасны преждевременные роды для жизни матери
и чем это грозит ребенку? Преждевременные роды для жизни матери, они опасны тем, что это могут быть какие-то стремительные роды, это может быть нагрузка на организм, когда есть какое-то заболевание, и организм уже просто не справляется, и природа уже сама прерывает, но уже на фоне, например, каких-то вот прям истощения организма, и, конечно, маме потом восстановиться очень сложно и вернуть какие-то параметры своего здоровья в связи с тем, что она очень много сил отдала на вынашивание ребенка. И это потом может просто в последующем сказаться на ее здоровье, там, да, иногда там, вплоть до какой-то инвалидизации. Но это не по причине уже чисто вот ее каких-то заболеваний таких существенных, когда большая нагрузка обостряет его течение. Плюс, конечно, если преждевременные роды уже произошли, очень часто бывают такие какие-то повторяющиеся ситуации. То есть она, в принципе, свою социальную задачу рождения ребенка, сохранения семьи, она не может выполнить. Это, конечно, влияет уже больше на ее, может быть, там, психологическое, эмоциональное состояние и на семейное положение. Спасибо. Назарке, следующий вопрос вам. Сейчас медицина уже умеет и имеет возможность сохранить, выхаживать детей, да, которые родились преждевременно. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, медицина идет вперед. На данный момент по ВОЗ мы начинаем выхаживать детей уже от 500 грамм и выше, и также от 22 недель и выше. И какие методы используются, как это вообще происходит? Вот мама родила раньше срока ребенка, что дальше? Он помещается в какое-то специальное место, сколько дней они пребывают в больнице? Получается, вообще в больнице Республики Казахстан есть реанимация новорожденных, это первый этап выхаживания, здесь дети стабилизируются полностью. Второй этап – это отделение патологии и выхаживание недоношенных детей как раз-таки. Здесь уже идет второй этап выхаживания. То есть если ребенок недоношенный, это 33 недели и ниже именно мы говорим, если 34 и выше, в принципе, эти дети готовы к жизни, и у них осложнений бывает меньше. 33 недели ниже уже идет подготовленная реанимационная бригада. Она полностью стабилизирует в родильном зале этого ребенка и в специальных транспортных кувезах, то есть мы знаем, что они терморегуляцию, то есть плохо держат терморегуляцию, такие маленькие детки. И с помощью транспортного кувеза переводятся в отделение реанимации, где дальше стабилизируются, лежат в кувезах, где полностью делаются все необходимые лечебные мероприятия для этих детей. И когда они стабилизируются, они переходят на второй этап выхаживания, где стабильные дети, где они набирают вес и лечат такие патологии, которые, в принципе, для них не критические. И когда они набирают вес 2 килограмм и выше, когда они уже начали хорошо набирать вес, когда они могут уже хорошо питаться либо грудным вскармливанием с помощью уже у мамы, либо, может быть, через бутылочку, когда они могут уже хорошо питаться самостоятельно, мама уже может ухаживать за этим ребенком, ребенок может держать свою температуру, в таких случаях уже выписывается домой с мамой. А сколько примерно времени уходит в среднем на то, чтобы выходить вот такого ребенка? Таких средних показателей нету, потому что каждый ребенок индивидуален. У каждого ребенка своя какая-то патология. Некоторые дети могут быстро стабилизироваться и то есть уйти от нас во второй этап выхаживания. Некоторые дети лежат у нас, могут месяцами лежать, то есть это индивидуально. Также я думаю, что один из таких важных аспектов – это получила ли мама профилактику респираторных дистресс-синдром, то есть это дексаметазон. То есть когда мама была беременна, когда у нее уже был риск того, что она не выходит этого ребеночка, если она получила эту профилактику, то есть эти дети потом, у них меньше дыхательных нарушений, они быстрее выхаживаются. Вот я хотела сказать, что каждый ребенок индивидуален. То, что ребенок родился преждевременно, прежде намеченного срока, это как-то сказывается на его здоровье, на его развитии, самочувствии или нет?
Недоношенные дети обязательно после выписки должны проходить скрининги свои в определенных, то есть они должны наблюдаться у педиатра. Чаще, чем доношенные дети, у них есть свой определенный период, когда они должны приходить, допустим, к педиатру или к офтальмологу, к разным специалистам. Также, то есть недоношенные они тоже разные бывают. Да? Бывает недоношенная, поздняя недоношенность, это 34 недели и выше. Бывает глубоко недоношенность, бывает экстремальная недоношенность, 28 недель и ниже. Ну, в зависимости от этого тоже зависит. А также есть отделение катамнеза в Республике Казахстан, где дети, уже недоношенные дети, особенно экстремально недоношенные дети, наблюдаются в этих катамнезах, где в катамнезе есть все специалисты необходимые, и они могут получить здесь помощь, например, это может быть массаж, это может быть ЛФК, вот такое. Конечно, естественно, они должны наблюдаться больше, чем доношенные дети. У меня вопрос к вам. Вот после того, как родители выписались, вот этих детей недоношенных, как государство или медицинские центры контролируют, помогают, проводят какую-то работу с родителями, обучают их, или ведется ли вот какая-то такая работа с родителями именно недоношенных детей потом по сопровождению их здоровья? Естественно, какие-то вот процедуры, о чем вот говорила Назирке, они проводятся в рамках медицинских учреждений и какой-то определенный период времени в рамках протоколов медицинских выхаживаний, лечений и так далее. Дальше все эти манипуляции, уходовые процедуры уже делают сами мамочки, родители, конечно, да. И поэтому, когда они находятся на вот таких выхаживаниях, отделениях, то они всему это учатся, они всему этому обучаются, и дальше уже в последующем они вот эти все либо сами делают, либо уже обращаются к профессиональным специалистам, они получают рекомендации при выписке, уже какие процедуры важно будет проводить, и уже они дальше уходовые вопросы для улучшения здоровья уже сами проводят. Людмила, вы как мама ребенка, который родился прежде намеченного срока, расскажите, пожалуйста, вот о своей истории и о том, с какими трудностями вам пришлось столкнуться, и вообще об особенностях вот ухода за такими детьми, которые преждевременно родились. 2020 год, моя вторая беременность. То есть первая беременность у меня прошла замечательно. Вторая беременность, и в эту беременность у меня выявляют мою сердечную патологию, с которой, ну, как говорят, не выхаживают ребенка. Да? То есть вы до этого не знали, да, что у вас сердечная Нет, абсолютно, абсолютно нет. И это было где-то на 30-й неделе, нет, 25-28 неделя мне все-таки подтверждают мой диагноз. Мне ставят кардиомиопатию. При такой болезни сердца беременеть вообще нельзя. И меня переводят с поликлиники наблюдаться уже в перинатальный центр, там, где собираются консилиумы. После этого консилиума мне предлагают лечь в кардиологию. Это вот с 30-й недели, понаблюдаться там недельку. Там же меня наблюдают, и через 5 дней ко мне приходит врач и говорит: вы знаете, вам нужно остаться здесь вот до самых родов. Да. Для меня это шок. Представляете, это столько времени. И вот до 34-й недели я лежала в кардиологии под наблюдением всех врачей, потому что риск был высокий, и прям риск был внезапной смерти. То есть если ты там где-то упала, потеряла сознание, скорая не приедет и тебя не спасет. Поэтому не успеют. Поэтому мне необходимо было лежать там до 34-й недели. Далее меня перевели в перинатальный центр, в роддом, где сделали кесарево сечение. На 34-й неделе ребеночек родился здоровый, весом 2 килограмма 200 грамм. Правда, маленький, сутки он лежал в реанимации под кислородом.
И где-то, наверное, на 5-й, на 6-й день меня уже перевели вместе с ним, где необходимо было, что самое главное, необходимо было, чтобы он держал температуру, обязательно, чтобы он набирал вес. То есть он маленький, и когда после кесарева, вообще после родов, детки какой-то граммы какие-то скидывают. И когда он родился 2200, через сутки он там стал кило 950, то есть за сутки он 250 грамм потерял, плюс еще это желтушка, то, что ребенок недоношенный. Мы неделю лежали под ультрафиолетовой лампой, билирубин зашкаливал, и через неделю ребенок начал кушать, набирать вес, желтушка, билирубин спал, и нас благополучно выписали из больницы. На данный момент моему ребенку 2 года и 4 месяца, никаких отклонений у ребенка нету. То есть, как вы посмотришь, обычный ребенок в развитии он не отстает, здоровый, слава богу, Вы ребенок. для профилактики, для проверки на скрининг ходите? Сколько раз ходите? До года мы были 3 раза. То есть это УЗИ всевозможные, да, постоянные педиатры осматривают. То есть никаких отклонений нету, и сердечных тоже, слава богу. То есть моя болезнь, оказывается, передается по наследству. Поэтому первым делом даже в перинатальном центре, в роддоме, ребенка сразу проверили на эту патологию. То есть у ребенка нету ее. На данный момент мы не стоим нигде на учете, то есть ребенок как недоношенный, да, обычно развивается такой же, как и все. То есть. А что вот основное родители должны знать об уходе за недоношенными детьми? Какие-то есть основные советы, рекомендации для родителей? Да, конечно. Недоношенные дети, они рождаются незрелыми, да? У них органы, системы незрелые, потому что они еще не дозрели, их срок родиться еще не пришел. Поэтому, да, конечно, у них могут быть какие-то осложнения, которые у доношенных быть не должно. Например, желтуха. У них, да, желтуха может быть дольше, и чаще всего у них развивается желтуха, потому что у них вот печень незрелая. У них может анемия чаще развиваться, также из-за незрелости органов и систем. Терморегуляцию хуже держит. Это может приводить к гипотермии, когда температура падает. Вообще в норме 36,5-37,5 должно быть при рождении. Может падать сахар в крови, они могут плохо держать. Вот такие, то есть много таких аспектов. Поэтому, да, мамам нужно за ними внимательно смотреть. Допустим, если мы имеем в виду, что такой ребенок, да, 34-35 недель, и он выписался благополучно, нужно следить за его температурой. Это хотя бы минимум 2 раза в день, утром и вечером мерить его температуру, чтобы он, то есть у него гипотермия вот это не развилась. Нужно по кормлению, они могут уставать. Если доношенные дети, они вот приложили к груди, они долго сосут и потом могут 2 часа спать. Недоношенные, они могут устать, они могут немножечко поесть и устать. Так что их нужно почаще кормить, смотреть, чтобы они набирали вес, чтобы не было такого, чтобы там через месяц 200, а он очень сильно потерял в весе. Нужно, то есть температурный режим, чтобы в комнате не было слишком холодно и слишком жарко. Одевать тоже, я не думаю, что нужно слишком сильно укутывать, но не так, чтобы одевать так, чтобы он замерз. Есть еще такие сейчас технологии современные, как дистанционные патронажи. И вот у нас есть такой проект Академия Супермама, которая позволяет беременным во время родов, после родов, по уходу за новорожденными, будущим мамочкам получать еще и дополнительную консультационную помощь, информационную по тому, как развивается беременность, вовремя, в любой момент получить ответ на свои какие-то интересующие вопросы 24/7. Особенно это если ночью или на выходные, когда лечащий врач или поликлиника не всегда доступна в силу какого-то определенного рабочего графика.
именно такую помощь получить, вовремя понять, что у нее какие-то, может быть, тревожные признаки, вот как, например, да, у Людмилы случилось. И тогда уже подключаются уже онлайн-врачи, консультируют и советуют, рекомендуют, что сделать. Если есть необходимость, вызывают скорую и ведут сопровождение вплоть до того, пока они госпитализируют и уже выдают обратную связь врачу лечащему, который ведет эту беременную. А для этого в самом мобильном приложении есть онлайн-кабинет лечащего врача. У каждого свой в поликлинике есть. Это очень удобно, потому что он следит, и у него централизованная вся информация об отклонениях, состояниях, о каких-то отзывах, о каких-то вопросах, которые есть у него всегда в мобильном телефоне. Это есть, это очень на самом деле удобно. Да, также есть, например, онлайн-школа подготовки к родам по системе записанных видеоуроков, когда беременная может, вот, например, если какие-то ситуации, там, перенервничала, да, может медитацию послушать, также различные техники сделать на успокоение, на расслабление, заняться дыхательными практиками, которые ведут как к подготовке к родам, снятию обезболивания, так и в течение беременности, усилить кровоток ребенка, чтобы вот все возможности, которые есть у мамы, все-таки, чтобы она к нему доходила, потому что все-таки, если, например, мы обычно дышим, он получает, но не в полной мере, особенно когда есть какие-то все-таки отклонения. И в этом смысле вот эти уже записанные видеоуроки там, по специальным уже техникам, то они помогают доносить ребенка, потом родить, и даже в родзале многие мамочки, если вдруг они забывают, то они уже смотрят и это могут все сразу применить. Послеродовый тоже уход, также есть вопросы, и по отклонению, по развитию по ребенку от 0 до года. Потому что вопросы возникают не только такие типичные, там, как ухаживать, как массаж и так далее, но и такие, которые тоже, они вроде типичные, но все равно они приходят в такой неплановый момент. Это как диарея, когда, например, идет переход с молозива там, на молоко, да, или на какие-то там нарушения, например, да, идут. То есть у ребенка колики начинаются, там, зубки начинают резаться, да, и мамочка не всегда, например, знает сориентироваться и к кому обратиться, потому что у всех разные советы, у всех разный уровень, особенно у близкого круга, который, в общем-то, на своих каких-то опытах, которых там 20 лет тому назад был, а все-таки сейчас современные данные технологии, вот, да, Назирке подтвердит, они сейчас все меняются, буквально чуть ли не каждый год. И важно, чтобы вот эта информация, она вся обновлялась, и чтобы мамочка быстро, там, в течение буквально 5 минут обращения, она сразу получает консультацию, если надо видеозвонок, показывает, ей все это сопровождает, и она сразу успокаивается и делает помощь и уход за своим ребенком. Мне посоветовали скачать это приложение, когда я еще была беременной. Я сначала скептически отнеслась к этому приложению, но скачала, зарегистрировалась, ознакомилась со всеми врачами, которые есть в этом онлайн-центре, и начала, ну, как-то само по себе это все так пошло, что там где-то закололось, здесь что-то заболело, здесь тянет, здесь отеки, здесь головные боли. И я начала обращаться к врачам в этом онлайн-центре. Через приложение? Через приложение, да. Консультацию проводили специалисты высокого уровня. Они расписывали, то есть консультировали настолько обширно, то есть никаких назначений не делали, да, но консультировали, поддерживали, не закрывали консультацию, пока там не спросят у меня, что, да как, вплоть, знаете, даже иди измерь себе температуру, вот так вот, потом напиши мне, какая у тебя температура. Не закроют консультацию, пока не убедятся, что со мной все хорошо, и они уже оказали мне должную помощь. И так вот выявили, понимаете, этот онлайн-центр все-таки помог мне. А как предотвратить вот преждевременные роды, да? На что женщина должна обращать внимание, как она должна планировать беременность и за какими аспектами своего здоровья она должна следить, чтобы у нее вот не произошло преждевременных родов? Есть какие-то управляемые причины, есть какие-то неуправляемые причины. Если мы говорим про управляемые причины, на то, что мы можем повлиять, это, конечно, прежде чем
планировать беременность, важно, чтобы была такая ценность, была в этом культура, была информация с вспомогательных учреждений, с профилактических Вот женщина вот что таких, должна сделать? чтобы была ценность пройти обследование. То есть прежде чем беременеть, женщина сначала должна пойти к врачу и полностью обследоваться, да? Да, но в связи с тем, что на это внимание не обращают. Поэтому я у вас спрашиваю, Поэтому- чтобы наши зрительницы знали об этом. Да. И в этом плане, вот в первую очередь, да, есть какие-то личные вопросы, да, то есть это про ценность своего здоровья, про ценность то, что нужно беременность планировать, что прежде чем ее запланировать, нужно пойти обследование, и вот эту, конечно, ценность нужно формировать как в семье, так и со стороны, ну, тех государственных, да, в школе, в институте, то есть тех вот соприкосновений, где вот девочка это растет. Первое. Второе, есть уже службы государственные самих тех учреждений, где это все проводится. Потому что иногда, например, сама она, может быть, и хотела, но она, например, не знает, к кому обратиться, как это все происходить и конкретно к какому человеку прийти. Потому что самих специалистов в поликлинике очень много, это здорово, но тут именно важен именно такой целевой, точечный, да, здоровье-центрический подход, чтобы было, вот, например, если ты хочешь запланировать беременность, вот специалист, например, терапевт, начинается с него, он сначала вы его проходите, потом гинеколога, то есть очень четкий такой алгоритм действий, и чтобы это было прям везде на каждом шагу, это все написано. И есть, конечно, более такой следующий уровень, это когда вот, ну, вопрос про культуру. Все-таки у нас в Казахстане это многодетные такие, да, модели семьи, и когда женщина, она больше как бы включается в саму семью, вот, да, там вот в такие вопросы, и в меньшей степени за свое здоровье она переживает. А вот здесь вот, конечно, важен еще больше такой и именно культурный, вот именно пропаганда вот таких ценностей, что здоровая мама, здоровый малыш. То есть, когда мама будет сама здоровая, тогда будет здоровый ребенок, и чтобы это было вот прям через какие-то, вот хорошо, что сейчас такая передача, да, вот запустилась, чтобы женщина об этом задумалась, и на таком государственном уровне этот вопрос поднялся. В продолжении ваших слов, как вообще обстоит дело с планированием беременности у казахстанских женщин? Вот, исходя из своего опыта, что вы можете сказать? Как часто они обращаются? Планируют ли заранее беременность, обследование, вот это вот все? Вот сейчас хочу сказать, что вот молодежь, которая, да, поколение Z, они, конечно, в этом плане более такие продвинутые. То есть они заранее узнают, они заранее вот пьют витамины, они все это читают. В этом плане вот молодое поколение сейчас, они в этом очень за собой вот следят, по крайней мере, и стараются узнать. То есть вот они обращаются. То поколение, которое вот уже где-то 25-35 лет вот уже есть, особенно те, кто там рожал, да, если они думают, что у них первая беременность прошла нормально, то, соответственно, автоматически пройдет вторая тоже нормально, да. Вот как пример вот этот, да, случай у нас, что это не всегда может так быть, потому что на первую беременность, может, организм выложился все максимальные ресурсы, все свои выдал, а на вторую, третью беременность у него уже могут быть какие-то сбои. И поэтому перед каждой новой беременностью, даже несмотря на то, что у нее была уже до этого благополучная история, важно все-таки ходить, обследоваться и смотреть, чтобы уже действительно заранее понимать и планировать эту беременность. И следующий момент, важно соблюдать интергенетический интервал, потому что женщина после родов восстанавливается минимум 2 года, минимум. И у нас, например, тоже не всегда, например, могут быть грамотные в плане послеродовой контрацепции, но вот в нашей онлайн-школе, конечно, мы об этом прям делаем акцент, отдельный урок по послеродовому восстановлению, как планировать следующую беременность.
И, к сожалению, иногда этот интервал не выдерживают, и могут там 3-4 детей вот через год рожать. И, конечно, организм не восстанавливается, и потом бывают вот такие случаи, что уже последующая беременность она не может доносить, уже в силу каких-то вот таких особенностей. А то, что касается уже вот пороков развития и каких-то вот таких моментов, конечно, тут моменты уже и скрининговых вопросов идут, уже вызовов, обследования, да, и более такой уже углубленной программы по именно репродуктивному здоровью. Конечно, например, за рубежом мы, когда вот ездили тоже на специализации, смотрели, у них идет очень сильно развитая школьная медицина, и уже когда девочка начинает вступать, ну, свою вот эту женскую, да, когда она может забеременеть и когда она уже менструирует, у них обязательно идет скрининг на рак шейки матки, на УЗИ половых органов, на УЗИ молочных желез и УЗИ щитовидной железы. То есть это обязательно такой скрининг, который делается всем поголовно девочкам, достигшим 15-16 лет. В нашей стране? В нашей стране это желательно, но иногда это не выполняется. И каких-то вот таких прям протоколов это вообще, наверное, нету, не обязательно. Да. Сейчас вот вопрос стоит об профилактике, о вакцинации там, да, против рака шейки матки, но он уже долго рассматривается, много разных мнений. К сожалению, тут еще и родительская грамотность, потому что все-таки до 18 лет идет ответственность родителей. И тут, если они согласятся, то девочка пойдет. Если они не согласятся, то, конечно, никто не имеет права как-то вот что-то делать с ребенком, да? Поэтому тут важен вопрос еще информирования и родителей, детей, которые рождают, может быть, даже сразу, да, о том, что будет какое-то развитие и какие-то вопросы, и нужно вот сохранять культуру здоровья, ценности, либо если это будет девочка, или это будет, если мальчик. Спасибо. Спасибо вам, что уделили время, пришли в нашу студию и рассказали хорошую, исчерпывающую информацию на данную тему. Уважаемые зрители, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы к специалистам, вы можете оставить свои вопросы в комментариях. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Спасибо.